Всем привет! Приветствую вас на своем канале Астарте Сантья-Таро, и мы с вами сегодня делаем расклад на тему на недельку, цыганский расклад на королей. Как пройдет у них неделька, что было, что будет, что на пороге и чем сердечко успокоится. Выбирайте свой вариант. Обратите внимание, что сняла карту дня, его мысли о вас сегодня и его следующий шаг, его действия, да, там в течение 3-4 дней. Видео уже на канале, обратите внимание, на дам такой же цыганский расклад на игральных тоже уже на канале. И теперь снимаем для вас, для королей. Выбирайте вариант, я перехожу к первому. Итак, король бубновый, вариант номер 1. Партнером я вам назначила даму Трифовую. И заходят наши короли в период с неким королем Трифовым и большой, огромной на него злостью и раздражением. Также у него был некий разговор за любовь, за чувства, за эмоции. Либо разговор был такой эмоциональный, но, скорее всего, так поговорили, обсудили, и он забыл. Как пусто он ставит этот разговор, это свидание, эту встречу. Также, смотрите, опять был какой-то разговор касаемый, видимо, тоже такой эмоциональный достаточно, с королем Трифовым через его хлопоты. И также здесь некий король еще казенный тоже присутствует. Вот так. И еще что могу сказать, что дама Трифовая, да, партнер, которого я назначила, здесь выпала масть. Вот наш король может злиться сильно на чаяния и надежды своей дамы, своего партнера, дамы Трифовой. И у них может быть какой-то тоже разговор касаемо любви, эмоций, каких-то переживаний через хлопоты дамы Трифовой. Вот такие вот дела. Итак, дорогие короли бубновые, на сердце, смотрите, некий Трифовый король, также это могут быть чаяния и надежды его партнера дамы Трифовой, и под сердцем свои хлопоты, в общем-то, он сам. В голове у него злость большая на разговор с дамой Червовой. Кто это? Решать вам. Если вы знаете, что есть третье лицо в отношениях, то это может быть она, если нет, то это может быть кто угодно, мама, сестра, племянница, подруга, коллега по работе, врач, адвокат, юрист, нотариус, в общем, кто угодно. В общем, злость у него и раздражение на даму Червовой, на разговор с ней. И дама Трифовая, либо король Трифовый со своими хлопотами к нему, к нашему королю. В ногах у него любезности Червовой дамы. Получил он от нее, видимо, какие-то новости, какие-то бумаги, и также разговор, скорее всего, с Червовым королем. Но тут может быть также и разговор с партнером, с дамой Трифовой. Что было? Было, что дама Червовая со своим интересом к нему, но это его злит и раздражает, так вот нервирует. И вот дама Трифовая тоже собственной персоной, но и она тоже может он на нее как-то злиться, раздражаться. Тем более, что дальше мы видим, что у них был какой-то в ранней дороге, какой-то большой, крупный разговор, довольно-таки неприятный. И также была здесь дама Червова со своим домом и дама Трифовая со своим интересом к нему. И здесь также может быть еще и король Трифовый, который на сердце, да, тоже может быть к нему со своим интересом. Что будет? Будет свидание, встреча с дамой Червовой, но это он ставит и встречу с ней, и вообще ее саму так для себя пусто. Но есть она и есть, ни холодно, ни жарко. Также в ранней дороге будет что-то размышлять, раздумывать касаемо своих дел, своих планов, и себя лично, разговаривать сам с собой, грубо говоря, да, и также он с каким-то большим интересом со своим к некому казенному королю. Либо ждет какую-то крупную сумму денег, либо получит какую-то крупную сумму денег от казенного короля. И основная линия недельки, вот она злится и раздражается он на себя, на свои любезности. И также
со своими чаяниями и надеждами к своему партнеру, к трефовой даме. Но здесь он может быть, кстати говоря, еще и с чаяниями и надеждами королю трефовому. И оговорилась я только что, да, смотрите, еще раз. Злится он на себя, на свои любезности, злится на свои чаяния и надежды, но также расположен и обращен со своими чаяниями и надеждами к своему партнеру, к даме червовой, и она к нему со своими любезностями. То же самое можно сказать и относительно короля трефового. Тоже он к нему с чаяниями и надеждами, и он к нему со своими любезностями, со своим расположением. Вот так вот. Итак, для него в разговоре с дамой трефовой, либо с королем трефовым, но скорее всего для большинства из вас это будет все-таки партнер дама трефовая, он получит какие-то новости, какие-то документы. И также здесь свидание, встреча с дамой червовой. Но мы помним, что да, он и оставил пусто в предыдущей раскладочке. То есть была встреча и была. Для дома какие-то пустые хлопоты. И дама червовая к нему, дама трефовая к нему со своим интересом, и он к ней со своими любезностями. На сердце у него, смотрите, любезность и червовой дамы, любезности трефовой дамы своего партнера, и также разговор с трефовой дамой. Что было? Был он со своим интересом и, видимо, имел с кем-то большой крупный разговор за свой интерес, но разговор либо, смотрите, здесь как получается, либо был такой достаточно неприятно скандальный, да, смотрите, вот восьмерка пики, дама пик, либо он к некому практику, эзотерику, человеку, который увлекается какими-то энергетическими практиками, к той же гадалке, да, обращался за помощью, и был у нее с ней какой-то важный крупный разговор касаемо его интересов. Мог обращаться вот, чтобы она ему как-то помогла своими услугами. Что будет? А будет некий казенный король, и наш герой, король бубновый, к нему со своими хлопотами. И будет дом этой червовой дамы. И также, кстати, этот наш бубновый король, дорогой, может быть со своими хлопотами и в доме червовой дамы, к червовой даме. И в ранней дороге, смотрите, будет червовая дама. Также в ранней дороге партнер дама трефовая будет хлопотать, кстати говоря, за червовую даму. Здесь как-то они связаны. Это, скорее всего, может быть какая-то родственница, подруга и так далее и тому подобное, потому что на пороге, смотрите, получается и червовая дама, и дама трефовая со своими хлопотами к червовой даме. В общем, как-то они идут совместно. Успокаивается наш бубновый король с собой, своими чаяниями и надеждами. Вот так пройдет у нашего короля неделька со 2 по со 2 по 8 декабря. И, конечно, желаю вам всего самого хорошего. Будьте здоровы, будьте счастливы. Будьте любимы, пусть жизнь будет полна только радостных и счастливых моментов. Всех благодарю, что были со мной, и перехожу к варианту номер 2. Итак, король трефовый. Партнером я назначила ему даму бубновую. Заходит он в период со своими чаяниями и надеждами и со своим личным интересом. И здесь, видимо, деловые еще хлопоты, рабочие хлопоты в ранней дороге. И хлопотал он, и видимо, решал какие-то важные для него вопросы деловые, может быть, где-то даже и денежные. И здесь он переживал за себя, за свою любовь, за свои любезности. И также, видите, да, 3 девяточки. И вот его любезности — это любовь какая-то, эмоциональные вопросы, да, какие-то переживания внутренние, что на сердце, что на душе, в общем-то, переживания за это.
Также смотрите, что может быть бубновая масть. А в ранней дороге там я назначила ему партнером бубновую даму. Вот тут в ранней дороге могло быть и то, что бубновая дама к нему со своими хлопотами и со своими любезностями. Итак, король трифовый, прошу прощения. На сердце у него дама бубновая. Я вижу ее по всему раскладу. Ранняя дорога дама бубновая, его партнера, и под сердцем он сам, его личные какие-то дела. В голове у него какой-то он получил большой, крупный, нечаянный интерес за свою любовь, за свои любезности в ранней дороге. В ногах у него интерес бубновой дамы и собственный дом, и также чаяние и надежда бубновой дамы. И также он мог получить какую-то большую крупную сумму денег. Что было? А было, что его партнер, дама бубновая, к нему со своими любезностями. И через любезности ее же, да, через ее хлопоты у них был большой и крупный разговор, я бы сказала, даже скандал. Также переживание, разговор какой-то у него был, такой достаточно эмоциональный, но он как-то ставит пусто этот разговор. Также, смотрите, были совместные хлопоты и дамы бубнова, и его самого. Также, что будет? А в ранней дороге у него будет какие-то любезности, какие-то эмоциональные переживания и некий казенный король. Также будет разговор с бубновой дамой, с его партнером через интерес нашего героя трифового короля, либо за интерес трифового короля. И также он в неком разговоре, достаточно эмоциональном, сердечном, получит какие-то новости, какие-то важные документы. Также, смотрите, у нас здесь есть король бубновый. Вот здесь все, что я сказала относительно дамы бубновой, конечно же, все остается, но может быть и присутствие тоже некого бубнового короля. Это может быть там касаемо каких-то деловых вопросов и рабочих моментов, каких-то бизнес-дел, переговоров, проектов и так далее и тому подобное. Давайте проговорим и для него. И получается, на сердце у него ранняя дорога этого бубнового короля. В ногах у него, да, этот бубновый король к нему со своим интересом. Собственный дом нашего героя, да, собственный дом нашего героя. И он от этого бубнового короля он мог получить какие-то новости, какие-то важные бумаги, либо какие-то деньги, крупную сумму денег. Также в прошлом этот бубновый король был к нему со своими любезностями, со своими какими-то хлопотами. Был у них какой-то разговор, но достаточно тоже такой неприятный, скандальный, очень даже важный. И какие-то хлопоты у них были совместные. Смотрите, вот они, да. Также у них будет разговор с королем бубновым в будущем через или за интерес нашего трифового короля. Вот так вот может проиграться еще для некоторых наличие этого бубнового короля. И основная линия недельки, смотрите. Вот она, партнерша его, да, дама бубновая. Опять же, какие-то эмоциональные хлопоты касаемо каких-то переживаний. Но также, смотрите, если есть дети, это может быть и ребенок. Так что и дама бубновая, и совместный ребенок. Тут может быть тоже в каком-то неком казенном доме. И это будет, скорее всего, в поздней дороге. Либо что-то они будут обсуждать, что-то хлопотать за некий казенный дом, который в будущем будет, да, какие-то хлопоты за будущее. Смотрите, тут, может быть, они куда-то собираются. Поездка, о которой они давно, то есть вы давно мечтали, давно планировали. И вот как раз-таки этот вопрос будет решаться. Вот он казенный дом, сама поездка. И вот она, дальняя дорога. Вот так еще может быть. Итак, что для него? Для него какие-то пустые хлопоты в неком казенном доме и опять же какие-то эмоциональные переживания, какие-то внутренние, видимо, еще терзания присутствуют для нашего короля, для дома. Какой-то большой, крупный интерес он получил для себя, и мы этот интерес видели в прошлой раскладочке, да. Но здесь, смотрите, еще и злость появилась на себя любимого, почему-то он будет злиться прям сильно и раздражаться на этот самый интерес.
На сердце у него вы, его партнер, дама бубновая, ее любовь, любезности, и все это либо в дальней дороге он держит, либо думает, как быть дальше, в общем, о совместном будущем с вами. Что было? Был большой крупный разговор в собственном доме, да, вот он через чаяние и надежды, либо за чаяние и надежды дамы бубновой. Что будет? В ранней дороге будет некий казенный король, и вот он, если есть дети, то это могут быть дети в ранней дороге. Если детей нет, то это опять же какие-то хлопоты, переживания, связанные с эмоциями, с каким-то внутренним миром, с какими-то его внутренними, какими-то очень важными для него переживаниями. На пороге получит он какие-то новости за свою любовь, за внутренние какие-то, опять же, вот она, да, червовая масть. Новости касаемо каких-то внутренних его моментов, внутренних переживаний, то, о чем он думает, что у него на сердце, на душе, о любви, об отношениях и так далее. И все это будет в ранней дороге. Но успокаивается он интересом своего партнера, дамы бубновой, то есть вами, дорогие. Это был вариант номер 2, и король бубновый. И, конечно, будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть жизнь будет полна только радостных и счастливых моментов. Всем спасибо, что были со мной. Я вас всех благодарю. Мне очень приятно, что вы смотрите. И я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Итак, король трефовый, вариант номер 3. Неделька со 2 по 8 декабря. Заходит он в недельку в ранней дороге, у него были какие-то деловые хлопоты касаемо работы, бизнеса, финансов, возможно, заключение каких-то контрактов, переговоры, разговоры и так далее и тому подобное. Получил он какой-то нечаянный интерес за свое будущее. Будущее, видимо, касаемо также работы, деловые вопросы, переговоры. И здесь, смотрите, трефовые хлопоты. Партнером я ему назначила даму трефовую. Вот здесь трефовая масть. В ранней дороге эта дама трефовая хлопотала за нашего червового короля, была к нему со своими любезностями. Вот так. Итак, король червовый, на сердце у него некая дама бубновая. Кто это? Я не знаю, решать вам. Если знаете точно, что есть третье лицо в отношениях, то это может быть она. Если нет, то это может быть кто угодно. Мама, сестра, коллега по работе, врач, нотариус. В общем, кто угодно. Продавец в магазине, кассир в банке. И под сердцем он сам собственные хлопоты. И также, если есть дети, то под сердцем он содержит собственных детей. В голове у него любезности ваши, милые дамы трефовые, и получил он через ваши любезности какой-то большой крупный интерес за будущее. Либо получит большой крупный интерес, но, скорее всего, это уже он получил от вас через ваши любезности большой крупный интерес. В ногах у него в ранней дороге злость и раздражение на разговор с дамой трефовой со своей партнершей. Вот. Что было? Был некий казенный король и свидание с дамой трефовой, но почему-то здесь какие-то переживания и терзания у него были в прошлом за вас, либо через вас. Получил он какие-то переживания, вы его натолкнули, да, на какие-то размышления. Также здесь чаяние и надежды этой самой дамы бубновой к нему, к чаяниям и надеждам нашего червового короля, нашего героя. Также была встреча с дамой бубновой, и вы, дама трефовая, к нему со своим интересом. Но также смотрите, здесь, если это не треугольник, да, скорее всего, это не треугольник, судя по раскладу, то здесь вы должны быть знакомы с этой дамой бубновой, и вот тут у вас какие-то, видимо, были совместные дела с этой самой дамой бубновой. Что будет? Будете вы со своими чаяниями и надеждами, но почему-то он ставит это пусто.
но и также какую-то новость он получит, либо бумаги, но тоже такие не сильно важные для него. Этот расклад всего лишь на неделю, поэтому тут и сильно каких-то больших переживаний тут не может быть. Тут может быть просто пустые какие-то бытовые хлопоты, касаемо, я не знаю, дома, может быть, коммунальные услуги, какие-то он счета получит, которые нужно заплатить. Или вы там ему расскажете, что вы получили счета, и за них нужно заплатить. Вот. И вот они, ваши какие-то хлопоты, чаяния и надежды, но это все пусто. И вот вы собственной персоной дамы трефовой с собственным домом, тоже у него будете в будущем. И идет у него разговор также с самим собой, за себя, за собственный дом. Что-то он будет размышлять, думать, переживать и так далее и тому подобное. И основная неделька, смотрите, он, его интересы, его любезности. И в ранней дороге будет и дама новая, и дама трефовая. То есть та дама, что у него на сердце, да, о которой я говорила, что, скорее всего, все-таки это не треугольник, а тут знакомый. И партнер, которого я назначила, дама трефовая, и та дама, которая выпала у него на сердце. Итак, король чаровый для него. Для него собственный интерес и чаяние, и надежда некая бубновая дама. Но, смотрите, здесь это может быть и какая-то супружеская чета. Вот она, бубновая масть у нас, да, выпала. То есть, может быть, родители или какие-то друзья тоже на сердце у него, для него. Не на сердце, прошу прощения. Для дома у него интерес его партнера трефовой дамы в ранней дороге и злость на себя любимого почему-то. Для его сердца, что на сердце он содержит? А на сердце он содержит свои чаяния и надежды, свои хлопоты также, сам себя, в общем, содержит он на своем сердце. Думает он только о себе. Тут какие-то эгоистичные нотки у него проигрываются. Также это могут быть дети у него на сердце и дальняя дорога. Либо он переживает за себя, за свое будущее. Что было? А была дама червовая, то есть его партнер со своими любезностями к нему. Был у них разговор через ее любезности за ее чаяние и надежда. Также что было? Какие-то пустые хлопоты. Что будет, прошу прощения, какие-то пустые хлопоты, дама трефовая, то есть его партнер, и король казенный. Но смотрите, здесь пустые хлопоты, да, и дама трефовая. Он даму, свою партнершу, ставит достаточно благородно, относится к ней с благородством, с расположением, благостное такое отношения и расположение у него. Ну и пустые хлопоты рядышком, смотрите. Либо, знаете, здесь вы попросили его что-то сделать, и он будет делать это для вас, но это такое пустое, бытовое, ежедневное, еженедельные какие-то хлопоты. На пороге что будет? А будет свидание с вами, с дамой трефовой, и будет он переживать за себя, за свои любезности. Либо, знаете, что еще может быть у него плохое самочувствие тут. Плохо он будет себя чувствовать. И, такое, знаете, недомогание. И успокаивается он собой, собственным домом. Смотрите, если совместно живете, да, то вашим с ним совместным домом он и успокоится. И это был вариант номер 3, дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Всего вам самого-самого хорошего. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, вам моя работа идет на пользу. Она вам нравится. Пожалуйста, если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно, пишите комментарии. Всех люблю, со всеми прощаюсь. Всем пока.